Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться радостью. Наконец-то у меня есть свой Инстаграм, и я смогу поплотнее общаться с вами, мои дорогие подписчики, дорогие друзья. Хочу сегодня передать привет моим самым первым посетителям Инстаграм. Привет хочу передать Айжамал и Бегай им. Это две девочки-сестрички, которые захотели со мной непосредственно пообщаться. Мы увидели друг друга и очень прекрасно пообщались. И еще была прекрасная переписка у меня с Кыргызстаном. Это Рома меня очень обрадовал своим визитом, перепиской. Также семья прекрасная, я сейчас не могу назвать имя, потому как где-то я не записала его. Дедушка где-то моего возраста был с внучками прекрасными, с внуками прекрасными. Мы с ним очень хорошо поговорили, пообщались, прямо до слез. Трогательная была встреча. Спасибо вам большое. И еще хочу передать привет Русламбеку. Подписывайтесь, пожалуйста, на Инстаграм бабушки Любы. Благодаря моему внуку Санек я имею возможность с вами общаться в Инстаграме и на своем канале. Поэтому прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на канал моего внука. Его канал в том углу. И перейдем к просмотру. По очень многочисленным просьбам вы захотели еще раз увидеть с Кыргызстана прекрасную группу Атай Амурзакова, которая называется «Дэм», и непосредственно с ним пообщаться. И именно хотели увидеть его выступление в Украине. И я даже догадываюсь, почему. Оно было, конечно, очень красивым, как и все остальные, очень, я думаю, таким же интересным. Но я не смотрела до конца, я только посмотрела начало этого шоу, и я поняла, чем понравилось это видео вам. Потому что Атай дал интервью настолько трогательное, что вы, наверное, сами в этом убедитесь. Значит, мы начнем с кастинга в Запорожье. Это было шоу «Танцуют все». Уже браво. Вот так. Понял? Только уж еще ничего не сделал, а уже браво. Атай, ты что ли? Ничего не сделал, а уже встреча теплая была. Тот самый. Тот самый. 3 роки тому йому стоячи аплодувала вся країна. Мое видео с номером Вали набрало 20 миллионов просмотров. Можно сказать, я стал интернет-звездой. Меня на улице узнают, со мной фотографируются. Самая большая победа – это в Чехии. Тоже шоу талантов. Я занял гран-при и получил приз 100 тысяч евро. Перемога у найвідомішому талант-шоу. Тисячі прихильників для простого хлопця казка стала реальністю. Та він і подумати не міг, що шалена слава перетвориться для нього на справжнє випробування. Я все-таки изменил. Да, слава – это, конечно, испытание. Это Мелся. точно. Стал, скажем так, ставить себя выше других, правильно я понимаю? Я стал чуть по-другому Вопрос. Вы слышали вопрос? Он стал ставить себя выше других. То есть это плоды славы. общаться с людьми. По-другому общаться с людьми стал, видите? Ну, есть Подошел, один толкнул. за которые я до сих пор извиняюсь перед мамой. Мама купила мне свитер. Я когда пришел, она ко мне подошла, говорит, это тебе, это подарок. Просто так. Да. А я взял и говорю, что он мне не нравится, зачем вы купили, зачем нужно было вообще. Ну, показал свой характер. Мама просто молча ушла в все комнаты. Я не знаю, что было. Мне до сих пор за это стыдно. Саме тоді Атай усвідомив, як згубно на нього вплинула популярність, та пообіцяв собі змінити. Понимаете, что он не побоялся признаться себе
и даже перед экраном всем зрителям, всему миру о том, что ему было стыдно за свой поступок, за тот характер, который у него появился, ну, благодаря славе, да. То есть сильный мальчик, сильный очень человек, уже давно не мальчик, да. Змінитися. І першим кроком стане шоу, де його зірковий статус не вартий нічого. Наверное, меня держит как раз-то этот страх оказаться таким же человеком, как некоторые звезды, сознавшиеся. Надеюсь, в этом проекте я многому научусь. Может быть, даже обратно же меня в корне все это изменит. Ну, давай посмотрим, что ты приготовил. Хорошо. Удачи. Хочу сказать, что не зря, вот не знаете, не зря его потянуло именно на Украину, наш город Запорожье, для того, чтобы вот здесь, в этой атмосфере дружеской, которая его окружает, он мог полечить свою душу, вот эту гордыню, которая закралась ему, да, и только он это заметил, когда только обидел маму, понимаете? Он невзначай сделал это, но он заметил, он смог это преодолеть, понимаете? Поэтому я хочу сказать, что ваш народ очень сильный, и они, ваши люди, еще раз повторюсь, хороший образец для подражания всему миру, всем и подросткам, и уже созревшим мужчинам, и людям, которые достигли большой славы, большого авторитета среди народа, но которые не должны терять вот ту внутреннюю свою красоту, свое добро, свою глубину всю, которая в них заложена природой. Дорогие друзья, мы немножечко познакомимся с историей этого прекрасного, талантливого человека, а потом посмотрим, как он смог организовать группу и один из его шедевров, то есть прекрасное шоу его группы «Эдем». По вашей просьбе, пожалуйста, слушаем вместе. Найкращий танцювальний виступ цього сезону. Атай так сильно полюбився українським глядачам, що потрапив до фіналу нашого шоу. Фіналістом третього сезону стає Атай Мурзако! Нині Атай відомий у всьому світі. За 4 роки він потрапив до фіналу талант-шоу Туреччини, Росії, Німеччини, Китаю та переміг у Чехії. Вообще, супер. Отримавши все, про що можна мріяти, Атай став хореографом та відкрив у рідному Каракулі школу танців. Сьогодні Атай привів свій новий колектив на сцену, яка стала для нього рідною і з якої він розпочав свій зірковий шлях. Хлопець сильно переживає, адже він дуже хоче, щоб його учні сподобались суддям. Мы будем смотреть, как все начиналось, да? Это супер. Киргизские роботы, я так чувствую, танец. Киргизский робот. Кондратюк говорит. Вау, классно! Круто. Да. Рот закрывать надо. Челюсть отвисает, да? Каждое движение отработано четко. Это профессионализм высшей степени. Да, высшей категории профессионализм.
Знаете, что делать? Вы смотрите, что делается. Это ж невозможно человеку такое сделать. Да. Представляете? Как это можно такое сделать? Говорят, там магниты какие-то лежат. Ничего там нету под низом, ничего. Чистый пол. Так как надо владеть своим телом, представляете? Своими вот руками. Вы посмотрите, что... Боже мой, боже, что делается? Это что он вывернул эти руки на все 360 градусов. Посмотрите, это вообще... Там вместо суставов какие-то шарниры, да, стоят. Да. Это, конечно, зрелище. Я когда первый раз смотрела, вы знаете, я думала, что я сознание потеряю, когда они начали выкручивать вот это руки, когда у них все вот это пошло, переворачивался еще весь вот это позвоночник. Здесь этого, кстати, не было, когда они развернулись. Я смотрю сейчас, да. То есть этого движения не было, которое меня повергло вообще в шок. Я чуть с кресла тут не свалилась. Ну, хорошо, что его не было, этого движения. Но для меня самое главное, я хочу сказать, что очень талантливые у вас люди в Киргизии. И, как я говорила, наверное, без инопланетных сил здесь не обошлось. Где-то, наверное, инопланетяне к вам попадали на вашу страну. Потому что вот эти вот движения суставов, это ну, как-то для природного такого явления это нереально. Но самое главное, почему я хотела посмотреть это видео, для того, чтобы еще раз убедилась я и все, кто будет смотреть это видео, насколько люди у вас такие вот добродушные, настолько у них душевная вот эта чистота, вот эта душевная такие доброта, настолько она идет красной линией, что просто хочется сказать вам спасибо, что вы такие есть на нашей земле, что вы даете пример нам всем, как нужно вести себя в ситуациях в разных жизненных, и как нужно подавать своим детям, своим внукам какой пример, для того, чтобы люди, окружающие, не огорчались, а наоборот восхищались вами. Еще раз поблагодарю эту группу «Эдем» и хочу сказать спасибо, ребята, за ваше трудолюбие, за то, что вы такие есть, за тот прекрасный ответ, когда сказали: «Вы братья?» Он говорит: «Да, мы братья, но мы братья по крови». Не по крови, а по духу, да? То есть группа тогда создается прекрасная, когда есть дух один, да? И я надеюсь, что группа у бабушки Любы тоже будет единая по духу. Я прошу вас, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы получить эликсир добра, доброты, как я говорю, чистоты. Всех вам благ. Я вас люблю. До свидания.